Добрый вечер. Время новостей на АТР. Сегодня 12 апреля, вторник. Это 775-й день аннексии Крыма. В Вильнюсе сегодня состоялось заседание исполнительного комитета Всемирного конгресса крымских татар. В повестке дня обсуждались вопросы, связанные с возможным запретом меджлиса в Крыму, а также план мероприятий, приуроченный к 18 мая. Подробнее в сюжете Гульсум Халиловой. Завершилось 4-е заседание исполкома Всемирного конгресса крымских татар. Все диаспоры обсуждали план проведения траурных мероприятий ко дню памяти жертв депортации 18 мая 1944 года. Привлекать мы будем украинцев, граждан Украины, которые приехали в Польшу и живут, не знаю, работают, либо просто учатся, да, к тому, чтобы вместе встретить и провести этот день, 18 мая. И вот целый ряд разных мероприятий, начиная от дискуссии, от реквием вечера такого, да, в рамках которого мы будем разговаривать. Говорили и о строительстве домов Херсонской области для вынужденных переселенцев из Крыма. На прошлом заседании исполнительного комитета Конгресса строительство 2 мечетей взяли на себя представители диаспоры крымских татар Анкары. По словам члена Меджлиса Гульнары Бекировой, в Геническом районе уже выделили 2 земельных участка для строительства мечетей. Теперь дело за Турцией. Участок под строительство мечети 20 соток и председатель исполком сельского поселкового совета партизаны выделили 50 соток земли. Они будут спонсировать эти проекты, они будут изготавливать. И результатом, наверное, мы уже увидим через месяц, через 1,5-2. Лидеру крымских татар Мустафе Чемилеву присудили степень почетного доктора Литовского университета имени Миколаса Ромерица. Конечно, очень приятно, очень особенно для человека, который не имеет высшего образования, получить диплом почетного профессора, почетного доктора наук. Следующее заседание Всемирного конгресса крымских татар пройдет в июле в турецком городе Эскишехир. Гульсум Халилова, Асан Эминов, Заман, АТР. Лидеры крымско-татарского народа встретились с президентом Литвы Далией Грибаускайте. Официальная встреча состоялась в рамках заседания исполнительного совета Всемирного конгресса крымских татар. Гости обсудили вопросы, касающиеся взаимоотношений между Литвой и Украиной, а также положения крымских татар в Крыму. Встреча длилась не более часа. Мы оговорили ряд вопросов и механизмов их реализации, связанных, скажем так, с координацией общеевропейской политики в отношении ситуации, которая сложилась после нападения России на Украину. Мы пытаемся максимально найти понимание в предлагаемых нами действиях, и с удовлетворением хочу отметить, что мы их находим. Делегаты Конгресса крымских татар встретились с председателем Сейма Республики Литва. В ходе встречи обсудили совместную работу с целью освобождения Крыма. Говорили о нарушении прав в Крыму. Однако лидеры крымско-татарского народа заявили, что обсуждение вопросов прав человека в Крыму не имеет смысла до полной деоккупации полуострова. Спикер парламента Лоретта Гаунжиненя заверила делегатов, что Литва всегда остается верным другом и союзником крымских татар. Встреча прошла очень хорошо. Мы говорили очень... Я скажу так, я представила, что сегодня Литовский Сейм принял резолюцию о правах человека в Крыму, в крымо-татаров, и мы никогда не признаем аннексию Крыма, и всегда будем и дальше бороться за восстановление Крыма в составе Украины. ФСБ России организовала информационную атаку против лидера крымских татар Мустафы Джемилева. Опубликованы докладные крымских сотрудников СБУ, в которых Джемилева называют агентом турецкого влияния. В качестве доказательств прилагаются несколько ксерокопий с суммами денег, которые Меджлис получал от турецкого агентства развития ТИКа на зарплаты сотрудникам Меджлиса, ремонт сельских школ и строительство мечетей. Слив организовали сотрудники ФСБ, которые раньше работали в Крымском управлении СБУ. Бывший руководитель пресс-службы СБУ Марина Остапенко не видит ничего криминального в обнародованных документах. У 2013 році Службою безпеки керував пан Якименко, який був і агентом, і працював і на ФСБ. І тут абсолютно нема жодних ілюзій, що практично все кримське
вся Кримська служба безпеки, за виключенням нормальних певних патріотів, вони, звичайно, є, і були, працювали теж на службу Росії. Тому тут нічого дивного немає. А ці люди, які готували такі документи, вони намагалися видати, скажімо так, бажане за дійсне, скоріш за все, і вислужитися перед своїми роботодавцями. По данным СБУ, в украинском Крыму работали 2300 сотрудников ведомства. После аннексии на материк переехали только 215. Остальные либо оставили службу, либо служат в рядах ФСБ. Сегодня в Верховной Раде весь день велись переговоры о новом правительстве, но ни о чем не договорились. Депутаты обещали вернуться к этому вопросу завтра или послезавтра. Подробности знают наши корреспонденты. Переговоры о новом правительстве в Верховной Раде продолжаются с утра. Около 11 часов на заседание своей фракции приехал и сам президент Петр Порошенко. Сегодняшнее заседание ведет вице-спикер Андрей Порубий. Владимира Гройсмана в сессионном зале нет. Будет ли сегодня голосование за отставку Арсения Яценюка и назначение нового Кабмина, не знают даже сами депутаты. Сейчас торги идут за 3 міністерства в новому правительстві. Питання не в коаліції, а питання в узгодженні зараз кількох тих посад міністрів, на які не було узгоджено до цього часу пропозиції, які б сприймалися обома фракціями. Тобто я не думаю, що йдеться про питання створення чи не створення коаліції взагалі. Мінекономіки, Мінпаливенерго, так? І наскільки я розумію, там були ще питання по Мінрегіонбуду. В парламенті створюється достатньо гомогенна коаліція за цінностями. Коаліція, яка є репрезентантом багатьох олігархічних груп. Я уряду складу не бачив і не можу його коментувати, але ми обов'язково це зробимо, глибокий аналіз цього уряду. Переговоры о новом правительстве продолжаются и сейчас, но идут они уже в администрации президента. Координатора гражданского корпуса «Азов Крым» Станислава Краснова оставили в СИЗО. В знак протеста он объявил голодовку. Апелляционный суд Киева признал законным арест Станислава Краснова, подозреваемого в госизмене и терроризме. Защита Краснова планирует подать кассационную жалобу на решение апелляционного суда. Адвокат Андрей Мамалыга считает голодовку единственным способом повлиять на суд. Рішення апеляційного суду є таким же свавільним, як і рішення Шевченківського суду. Воно не ґрунтується на вимогах закону і, на жаль, воно було очікуваним, оскільки суддя Глиняний, головуючий у справі, замішаний в інших гучних справах, де він давав незаконні дозволи на прослуховування, в тому числі народних депутатів. Я думаю, що ми все зробимо для того, щоб і суддя Глиняний, і суддя Слободянюк були притягнуті до дисциплінарної відповідальності. Щодо заяви Станіслава Краснова про голодування, на жаль, я вважаю, що на сьогоднішній день це є єдиний вихід, єдиний можливий спосіб, коли Станіслав Краснов може впливати на свавільну судову систему, яка діє в Україні. Надежда Савченко продолжает сухую голодовку. Состояние здоровья критическое, но стабильное. Об этом рассказал ее адвокат Николай Полозов. Из-за сухой голодовки ее кровь сгущалась и был риск смерти из-за тромба. Но российские медики нашли с ней компромисс. Ей вкололи глюкозу. В пятницу у нее взяли анализ крови, и по этому анализу превышение вязкости крови выше нормы было в 4 раза. В субботу и воскресенье у нее было критическое состояние здоровья. Вязкость подобного рода может привести к образованию тромба и внезапной смерти, буквально во сне. Перед Надеждой был поставлен вопрос, либо ее принудительно выводят с голодовки, либо госпитализируют. Она не согласилась ни на то, ни на другое, разрешила лишь провести внутривенное вливание ей глюкозы и хлорида натрия объемом 800 мл. Именно это позволило ей сегодня все-таки выйти в следственный кабинет, где она встретилась со мной. Пока она не отказывается от сухой голодовки, она продолжает ее держать, она не пьет воду, она не потребляет пищу, и состояние здоровья у нее остается тяжелым. Пропавших в Белогорске Ислама Джипарова и Джевдета Ислямова до сих пор не нашли. Их похитили неизвестные 27 сентября 2014 года. Погрузили в машину и увезли в неизвестном направлении. После этого их никто не видел. Позже велось наблюдение и преследование сестры Джипарова. Родители, говорят, обращались в полицию, однако там ничем не помогли.
Абдуришид Джипаров, отец одного из пропавших, уверен, что похищение – это спланированная операция оккупационных силовиков. Если мой сын сейчас жив, то ему должно быть 20 лет. А если он жив, то ему сейчас 25 лет. Вот так похищены были в один день, в одно время, одними и теми же людьми. Вот так вот, мы больше о них ничего не знаем. Думать, что они там были какие-то деятели или там себе несли какую-то опасность, ну, нет смысла, потому что 18 лет моему сыну. Вот он был такой домашний и нормальный парень. В тот же год его в сентябре похитили. Это где-то был, наверное, октябрь месяц. Была слежка за дочерью, младшей дочерью. Нет, она мне сказала уже после того, как уже зашли люди во двор сзади, начали с ней заговаривать, предложили ей поехать с ними, к брату. Тогда она рассказала, что эта машина за ней, описала машину, все, ездит уже несколько дней, несколько недель даже, она сказала. То есть до школы, со школы. Подошла женщина, ей говорит: у нас есть машина, поедем с нами покатаемся. Она, естественно, бросила все, побежала домой. Смотрит, никого нет. Вышла опять. Она опять подходит. Мы знаем, где твой брат, поедем, тебя отвезем. Ну, и, в общем-то, следствие как будто бы идет. И дело как будто бы приостановлено. Нам предоставили возможность для ознакомления с делом. Но я не ознакомился. Просто не ознакомился. Я понимаю, если нашли, мне бы сообщили. Если нет, ну что дурака валять? Тогда они сами это все сделали, и теперь вроде как ищут. Поэтому я думаю, что это дело рук государственных карательных структур, вот этих спецслужб. А раз так, ничего их искать, они все это знают. Просто, ну, в общем-то, делают вид, что ищут. Обыски и задержания крымских мусульман в феврале этого года проводили с нарушением процедуры, а сами задержания незаконны. Такое мнение высказал адвокат Эмиль Курбетдинов. Он отметил, что действия оккупационных силовиков, прокуроров и судей иначе как запугиванием не назовешь. Курбетдинов сообщил, что обысков было больше, чем известно. Многие не сообщают о них из-за страха. Мы считаем, что это все-таки определенная расправа. Не приходила повестка явиться в органы ФСБ. Если бы такая повестка пришла бы, и они не явились, вот их задержание было более или менее обосновано. То есть говорить о том, что эти люди не пришли бы или попытались бы скрыться, нет никаких оснований. Теперь сами обыски. Нужно разделять, да, процессуальные действия по обыскам и по задержанию. Однако на обыски вламывались так, как будто происходил захват. Уже захват происходил, да? Захват и задержание. Попытка так более активных просто устранить и навесить вот этот ярлык терроризма. Против крымских татар готовятся масштабные провокации. Об этом заявил российский исламист, политический обозреватель Гейдар Джамаль. С его слов, в российских СМИ начала появляться информация, что среди крымских татар готовятся восстания и незаконные действия. Будто бы крымско-татарская молодежь возвращается с материка в Крым, чтобы по приказу турецких властей начать мятеж. Такая тактика ранее уже использовалась в России. Это провокация типа Нальчикского восстания 2005 года, когда 106 молодых людей, мусульман, было убито, огромное количество арестовано, знаменитое дело 58. Возможно, что сейчас для того, чтобы избавиться от крымских татар, готовится подобная же провокация. То есть вызвать вспышку негодования растущим против крымских татар насилием, похищением людей, избиениями, закрытиями, обысками. То же самое, что проводилось в Нальчике. И добиться того, чтобы кто-то пошел за провокатором, несколько человек, там 100 человек и так далее, и потом обрушиться всеми силами, провести огромную, мощную спецоперацию против крымско-татарского народа с большими человеческими жертвами. Одной из основных причин аннексии Крыма было сохранение Черноморского флота России. Такое мнение высказал генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины Вилен Мартиросян. У России появилась угроза потерять военную базу на Черном море, ведь Украина пошла по европейскому пути. Следовательно, российский флот должен был уйти с полуострова. Потому что России очень надо было любой ценой сохранить Черноморский флот. Любой ценой. Поэтому, когда уже вопрос стал о том, что уже Украина выбирает
в направлении Евросоюз, россияне поняли о том, что хочешь не хочешь, они заставят любой ценой вывести Черноморский флот. Это база для них, как военный объект, очень надо. Почему? Потому что, там же непосредственно турки, другой, Черноморский бассейн... Просто такое местоположение хорошее, стратегическое. Они знали о том, что российские войска выходят, тут же американские туда заходят. И они любой ценой должны были делать, это ясно было. И что касается Крыма, я еще, будучи народным депутатом СССР, знал о том, что крымский вопрос стоит точно как и Нагорного Карабаха. У 6-летней крымской татарки обнаружили рак 4-й стадии. Девочке срочно нужна кровь первой положительной группы. Всех желающих помочь просят обращаться по адресу Симферополь, улица Киевская, 37/2, указав, что кровь для Мавиле Миннановой. Также вы можете помочь, позвонив по телефону, указанному на ваших экранах. Крымская продакшн-студия «Караденис Продакшн» запустила новый проект интернет-портал «Краймян Татарс Клаб». Это сайт о культуре, традициях, языке, истории и быте крымских татар. Слоган проекта «Время собирать камни». Большая часть сотрудников «Краймян Татарс Клаб» – бывшие работники АТР, которые остались в Крыму после переезда телеканала в Киев. Мы долгое время были наказанным народом, историю которого вначале хотели уничтожить, а затем переписать. Но мы были, мы есть и мы будем. И была, и есть, и будет наша история. История величия, история депортации, история возвращения. И я хочу вам об этом рассказать. На этом все. Узнавайте больше из следующего выпуска «Заман». Будьте с нами. До свидания.